Всем привет, друзья! 27 мая, утро. Тюльпанчики начинают уже расцветать. Вот такая вот красота. Еще с Троицка вчера привезли вот таких цветочков. Скоро здесь будет все красиво. Черемуха у нас уже начинает, вот она начинает уже цвести. Распускается черемуха. Скоро будет просто здесь обалденный запах. Вот он, вот тоже черемуха. Вот черемуха, вот черемуха. Везде у нас черемуха. Но мы переждали дождичек с утра. Моросит еще немножко. Так вот сделаем. Мы переждали дождичек. И пусть даже если немножко моросит, но все равно спешим на речку, потому что вчера вечером мы продольники опять же не проверили, потому что мы были в Троицко-Печорске, занимались делами, ходили в магазины, сходил на почту, получил, друзья, посылку, получил спиннинг. Очень скоро, не сегодня, а завтра сделаю обзор этого спиннинга. Вы скоро сами все увидите. Ну а пока мы спешим на речку. Впереди у нас утренняя проверка. Уже сутки продольники без проверки. Опять, наверное, там все засыпало. Короче, посмотрим. Поехали. Мы на речке. Хочу вам показать, обратите внимание, как быстро падает вода. За сутки упала. Вот наш кроссовок, заметьте. Если вчера вода была до сюда, и я говорил, что упала сантиметров 30, то сейчас она упала уже где-то так, больше метра. Метр как минимум упала она за день. Вода быстро, стремительно падает. С одной стороны, это, конечно, хорошо. Но с другой стороны, скоро нам надо будет менять пристань. И здесь сейчас все закроет. Здесь будет типа озеро. А там вот берег Печоры все закроет. Еще хочу сейчас показать вам. Слышу, лягушки постоянно квакают, квакают. Вода упала. Смотрите, сколько здесь икры. Вот, кучами. Вон сколько здесь икры. Это вот такая вот икра лягушачья. Скоро здесь будет просто тысячи головастиков. Вот они сколько. Вот они сколько, тысячи головастиков. Они постоянно квакают здесь. И вот по всему побережью вот вода упала. И здесь просто тонны икры, блин. Вот они. Вот сколько лягушек здесь сейчас скоро появится на свет. Они просто в одном месте отложили икру, оплодотворили. И очень скоро здесь появятся лягушенцы. Вот их сколько. Вон, смотрите. Вот это лепешка. Вот это лепешка, вот их. И самые интересные, вот сколько здесь этой лягушачьей икры. Вот даже еще здесь вот две лепешки небольшие. Ну и все, там дальше вроде не видать. Квакают. А сами, главное, не видать, куда-то затихарились. А ночью здесь оркестр нормальный. Вот еще хочу показать. Засохло вот это дерево. Вот вытекает здесь ручей. Там ключи бьют. И вот в этой курьюшке, я помню, когда вода была больше в детстве, тут вот именно здесь вот, в этой курьюшке, мы на удочку ловили ершей. Штук 10-20 поймаешь, и то было за счастье. Вот стояли сети, а я здесь ловил прямо на удочке. И еще там дальше курья есть тоже одна. Я как-то поймал штук 50 ершей, счастью не было предела. Поехали. Так, сегодня у нас опять жарко. Это, наверное, я сниму. С дома ушел, вроде прохладно было. Казалось, оказывается, нормально. У нас железный атрибут. Это, в принципе, в первую очередь, конечно, наша безопасность.
Не просто же так придумывают ремни безопасности, спас-жилеты. Это наша безопасность. Это не только штрафы, это наша безопасность. Поехали, поехали, поехали. С первого раза не получилось. Блин, нужно было, конечно, перевернуть сюда. Но я в калошах. Я в калошах. Вот она. Вот, друзья. Я думаю, что-то квакает под это. Под лодкой. Вот, смотрите. Вот они, кто квакает. Сейчас мы их потревожим. Две лягушки. Две квакушки. Вон. Одна лягушка крепко-крепко обняла вторую лягушку и держит. Спрятались под лодку, чтобы их никто не видел. Вон. И не разжимает даже. Я так думаю, сверху мальчик. Вот как отбрыкивается. Вот. А снизу, наверное, девочка. Он крепко как держит, даже отпускать не хочет. Наверное, думает, ну все, ты попалась ко мне. Идите, 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 прячьтесь. Ладно. Все, спрятались. Все. Вот так вот. Везде любовь, везде весна. Поехали. Берег идет. Скоро он появится. О-хо-хо-хо. Берег уже. Вот и берег появился. Вчера еще этого не было. Вчера еще здесь полным ходом шло течение. Сейчас уже появился берег. Нормально, да? Ну, поехали. Приготовим сачок. Ну что, будешь сегодня сачок на лима ловить, не будешь? Да, правда, за такое время, наверное. Так, что у нас с червями? Нормально, на сегодня хватит. Так, ну все, готово. Поехали. Вчера здесь было вроде бы 2 хариуса. Посмотрим, что сегодня. Сегодня тоже что-то есть. Вроде бы как. Ага. И этот что-то похоже на язя. Раз. Вот такой вот язёк. Янскаден.
Молодец, молодец, подождал меня, не ушел. Вот он ушел уже только сейчас. Видать, уже держался на чистом слове. Ну ничего. Первый продольник и первая рыба. Отлично. Наживляем, отпускаем. Так, что, зацеп. Зацеп опять, зацеп. На этот раз легко отделались. Что-то даже и идет вроде бы как ёрш. Вижу ёрш, но там не ёрш, по-любому. Хариус. Хариус, дружочек. Иди сюда, золотой. Иди сюда, мой хороший. Так, стоять, стоять, стоять. Стоять, стоять. Стоять, стоять. Все. Ух ты. Он бы точно не сошел. Раз крючок. Два крючка заглотил до самого желудка. Вот это да. Вот такой вот харюзец. И все, пошли ерши. Ерш раз. Опа-па-па-па-па-па. Сам себе воткнул крючок. Ерш раз. И ерш два. Скоро, значит, надо будет менять наживку. Будем ловить на малька. Надо будет поймать мальков и ловить на малька, потому что если начнет долбить ерш, это надо или проверять каждый час, то бишь жить на речке, или просто будут одни ерши, короче. Так, у нас что-то есть. Пока есть. Дергает и хорошо дергает. Вижу язя. Вижу язя. Раз. И там еще что-то есть. Еще язек. Два яська. Два дружка. Янскадан. Раз. И два. Ну вот. Уже хорошо. Так, что делать-то с этими продольниками? Рыба вроде и попадает, но идет свал песка здесь, груза засыпает. Но это учитывая то, что сутки не проверял. Если почаще проверять, может и будет нормально. Ладно, пока оставляем. Ага. Хариус. И там еще что-то есть. Язек. Без сачка. Все. Один хариус, один язь. Нормально. Так, что-то есть. Есть натяжечка, и вижу язя.
там вторая волна еще идет. 2 волны. Так. 2 волны. Раз. 1 с очке. 1 с очке. И второй с очке. Вот так вот, Янскадан. Молодцы, 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 хорошие мои. Молодцы. Все, попляшите, успокоились. Хороший яйц. Успокойся ты, успокойся, успокойся. Он какой красавчик. Заглотил. Я-то думаю, что он так спокойно шел. Он, оказывается, заглотил до жабер. И второй. Как-то вот так. Янскадан. Прибавление в семействе. Ёрш. Вижу ерша и вижу язя. Вижу хорюзка за язем. Хорюзок готовый. Язёк. Язёк, язёк. Где-то язёк. Опа, опа, опа. Как он попытался уйти-то. Так. Язёчек. Язёчек. Ага. Вот еще чуть-чуть. Вот так вот. Вперед-назад дернулся, и он ушел. Вся губа уже раздолбана. Так, и где-то был здесь хорюзочек. Иди сюда, мой хороший. Он крючок вот заглотил тоже до желудка. До желудка. Хорюз аппетит хороший. Хорюз вообще на продольнике редко когда срывается. Редко когда попадает за губу. Обычно он глотает до желудка. Ну, как-то вот так. Ух ты! Хорошо кто-то дергает. Вижу хорюса. И вижу язя. Ну, кто-то там дергал хорошо. Так, хорюса сюда. Блин, язя. Язя сюда. Это что ли так дергал? Ну да. Блин. Показалось, там вообще что-то тяжелое. Ну вот у нас опять же язёк. Язёк, язёк. И опять же у нас вот такой вот красавец хорюзок. Вот такой вот вкусняшка. Вкусняшка, хорюзяшка. Ну вот. Потихонечку в кузовке прибывает. Это еще учитывая то, что вчера вечером не проверял. А если бы вчера вечером проверил, я бы вот этих всех снял. И сегодня, возможно, попались бы еще. Но наша жизнь — это не только рыбалка. Есть много всяких важных дел, которые необходимо делать.
Вчера вот ездил в Троицко-Печорск. Сделали все дела там. Закупились продуктами в магазинах. Тут, конечно, в деревне есть магазин, но здесь все дорого. В Троицке хоть там в Магните подешевле можно что взять. Да и так в сберкассу ходили, на почту. Посадили цветы там в огороде. Были дела, были. Весь день ушел. Ладно, что, оживляем, отпускаем. Так. Ну, что, язёк? Что, попробуем без очка тебе? Раз. Получилось. Все, все. Так. Что-то было. Почему было? Есть. Хариус. Хариус просто загнулся. Укулел. Вот такой вот пузатенький хариус. Жабры красные. Только-только уснул. И не проснулся. Красота. Энскадан. Так, а у нас везде повылазили кусты, так что надо будет кидать продольник за кусты туда. Так, подплыл к продольнику и своими глазами видел, что возле бутылки плавает язь. То есть, получается, он за веревку крутанулся, потому что вода упала, стало мелко. И на мелкоте он крутанулся. Сейчас вот подталкивался к бутылке и видел. Сейчас попробуем мы его поймать, если получится. Так, он где-то здесь. Он где-то здесь. Сейчас сразу приготовим сачок. Что? Пробуем. Пробуем. Я сам своими глазами видел, он плавал. Плавал где-то здесь рядом. Блин, за мотор что ли ушел еще? Точно вон за мотором. Так. Мы тебя поймали. Мы тебя поймали. Язь. Хитрый язь. Хитрый язь. Так, теперь надо будет как-то его распутать еще. Ну вот. Вот так вот. Все. Дальше пусто. Так, ниже идут у меня продольники у другого уже хозяина.
На этом пока все. Ну и так, друзья, пока мы самосплавом сплавляемся к другому участку, где поставлены продольники. Эти вот продольники не мои, чужие. Чужие продольники, естественно, никто проверять не будет. Пользуясь случаем, хочу передать приветы, друзья. В общем, передаю привет с нашей матушки Печоры, с нашего села, коми-села Покча, рядом с которым проходит наша рыбалка. Передаю привет Роману Чалову, Саратовская область, город Балаково. Привет, Роман. Привет от коми рыбака. Привет, Жалгаз Кайныров, Казахстан, город Атырау. Огромный тебе привет с нашей северной реки, реки Кормилицы. Стас Бейман. Привет, земляк. Стас Бейман у нас с Русанова, вот за этим поселком, за этим островом поселок Русаново. Он родом оттуда. Сейчас проживает в городе Сыктывкар. Привет тебе, земляк. Ну, естественно, не могу не передать приветы. Огромный привет вам, друзьям-блогерам, которые ниже по течению в городе Вуктыле проживают. Чита Остапчук, Алексей, Светлана, вам привет. Привет также Александру Устаеву, канал Рыбалка. О рыбалке не только с Александром Устаевым, а также еще в Печоре блогер Руслан Шемякин. Огромный тебе привет. Еще ниже по течению Дима Канев. Привет тебе, Дима. Это хотя бы не, хотя уже не республика Коми, город Нарьян-Мар, но все равно ты на этой реке проживаешь. Огромный тебе привет. Также огромный привет Пашке Сынты. Паша, рыбалка по-мужски канал называется. Ну, конечно же, Наташа Михайлова, подписчица. Паша, Наташа, они просто переписываются на моем канале. Огромный привет вам, друзья. Ну, конечно же, Александр Мазай с города Сосногорска. Я уже вам говорил про него, свой канал имеет. Александр, канал Судоверфь ТВ. Огромный тебе привет. Всем вам привет, друзья. Ну, Друид Феофан, друг с Карелии, тебе тоже привет. Дрюня, Андрюха с Визинги, и тебе привет. Всем привет вам, друзья. Славик, Сыктывкар Фишинг 11, тебе тоже огромный привет, друг. Олег, на природе в Коме, земляк, тоже привет тебе. И Серега с канала Серегины Рассветы. Они живут в одном селе, тоже мои земляки. Вам тоже огромный привет. Серега, река Камчатка. Огромный тебе привет. Ты хоть и проживаешь у нас очень далеко, но ты мой друг, знай это. Всем вам привет. Извините, если кого забыл. Всем подписчикам огромный привет. Еще огромная благодарность. Хочу поблагодарить. Это, конечно же, Юрий Викторович Кулагин из Уфы. Очередной раз помог мне с приобретением катушки. Перевод получил. Катушка будет куплена. Удочку я по почте вчера получил. Скоро будет обзор удочки, обзор блесен, обзор катушки, которую я приобрету с помощью Юрия. Огромное тебе спасибо. Скоро я соберу спиннинг. Все расскажу, все покажу, все будет. Ну а пока мы приближаемся вот к моим продольникам и будем продолжать нашу проверочку. Всем подписчикам огромное спасибо за поддержку, друзья. Как успеваю, отвечаю, конечно, на ваши комментарии. Ну, бывает, времени не хватает. Но вы знаете, я все равно найду время и обязательно отвечу на каждый ваш комментарий. Ну и, конечно же, хочу передать огромный привет своим друзьям-блогерам ямальским. Это канал Ямал, там, где клево. Алексей Черников, огромный тебе привет. Дима Чернов, тоже тебе огромный привет. Всем друзьям с Ямала.
огромный привет. Ну а также у меня не блогер есть, друзья, на Ямале. Это Саня. Привет тебе огромный. Якутия тоже у меня. Сергей Воробьев. Привет. Ну, кого вспомнил, я могу бесконечно передавать. Сегодня у меня день привета, у меня хорошее настроение сегодня. Так что всем друзьям еще раз огромный и огромный привет. Привет также недоброжелателям, которые пишут гнилые комментарии. Вам тоже привет. Видать, без ложки дегтя, никак в бочке меда. Ну и бог с ним. Ложку дегтя мы просто аккуратно уберем, чтобы весь мед не испачкать. Я, к примеру, к тому, что сегодня прочитал комментарий на крайний ролик. Фух, как же этого человечка-то зовут, чтобы не... Как же... Вот забыл, хотел и запомнить, записать, забыл. Да неважно. Этот человечек меня упрекает в том, что есть у тебя, говорит, мототолкач, есть лодка, мотор. Зачем ты клянчишь у людей деньги? Люди работают, зарабатывают, еле проживают, а ты у них клянчишь деньги. Пауль, какой-то Пауль, во, вспомнил. Так вот, Пауль, ни у кого я не клянчу. Помощь каналу — это дело добровольное. Если кто-то поможет копеечкой, огромное им спасибо. Помощь всегда нужна, потому что расходы, связанные с поездками. В планах у меня летом прокатиться к друзьям-блогерам, которые ниже проживают по реке Печора, самосплавом. Обратно я буду подниматься на моторе. Это, естественно, бензин, приобретение бензина. Это все накладно. То, что я приобрел, я не просто так приобрел, я тоже работал. Я заработал все это. Кое-что осталось от родителей, кое-что от тестя. Вот, скажем, эта лодка у меня, Казанка М. От тестя досталась. Обяжка у меня от родителей досталась. Моторы сам приобретал. Так что не надо меня упрекать, то что я клянчу там тудым-сюдым. Пауль, не нравится, не смотрите канал, не надо писать гниля. Друзья, которые помогают, они помогают это от чистого сердца, и огромное за это им спасибо. Ну все, вот такое у нас небольшое отступление. Продолжаем проверку. Продолжаем проверочку. Тут у нас место глубокое, тиховодное. Вон даже не достаю. Даже не достаю шестом. Продольники ставлю в разных местах, чтобы, если в одном месте не клюет, то в другом месте клюет. Вот даже не дотянулся. Еще, если сможем, подтолкнемся. Ну, хоть кое-как начал доставать. Вода упала почти на метр. Вот представляете, какая глубина здесь была. Палка метра 4, наверное. Метров 5-6. Здесь была глубина. Тиховод. Сейчас посмотрим, что у нас на глубоком месте. А на глубоком месте у нас есть натяжечка, и мы видим язя. Хорошенький язь. Плавненько идет. Раз. Вот так вот. О, хороший язец. Хороший. Вон Янскадан. Грамм под 800-700 точно есть. Вот так вот попал хорошо за нижнюю губу. Твердую. Из-за этого не сошел. Вот такой вот красавец. Он шире ведра даже. Янскадан. Ну вот.
Так что у нас и на течении продольники сработали, и на тиховоде. Вот то, что плохо на тиховоде, они вот так вот хулиганят, запутывают. Но веточку вешать не буду, потому что веточка, может быть, немного и поможет в натяжке. Но, повторюсь, мне нравится больше, когда на последнем крючке, в конце продольника стоит крючок. Очень частенько туда что-то да что-то попадает. Ладно, в общем, распутываем, наживляем, отпускаем. Так. Вижу хариуса. Хариус. Так. Еще там что-то есть. Еще один хариус. Ну ладно. Сначала тебя отцепим. Вот такой вот красавец. Хариузец. Уснул. За сутки-то не дождался. Так. Ага. Иди сюда. Черный какой-то, видать, с лесной реки. И тут у меня ёрш. И еще один хариузец. Янцкадан потихоньку растет. Смотрите, какой он черный хариус. Тут синий, а брюхо аж черное. Это по-любому с какой-то лесной реки. Печорские хариуза вот такие вот белые, светлые. А которые на лесных речках, они черные. Видать, скатился с лесной реки на просторы Печоры. И решил покушать червячка. Ладно. Едем дальше. Так, что-то есть. Хариузок вроде бы, но... Так, если хариус, то должен заглотить глубоко. Все, ёршик там еще один. Еще плюс хариус. И это радует. Вон, красавцы. Будет у нас вкусняшка. Хариус вообще обалденная рыба. В любом виде она хороша. И в жареном, и в соленом. Просто объедение. Ну и ёрш тоже вкусный. Маленький. Как говорится, мал золотник. Да дорог, да вкусный. Соленый ёрш. Весенний с икрой. Это еще та вкусняшка. Так, ну что. Вот у нас крайний продольник. Крайний. На сегодня. Ух ты. Вот он. И на первом крючке яйца. Яйзечек. И там еще что-то есть. Ёрш. Гирлянда из ершей. Ёрш раз. Все. Вода упала. Ёрш 2. Вода согрелась, видать, немножко. И пошли сопливчики. Ёрш 3. 3 ерша. 3 ёршика. Так, вот только путать не надо все. Пружина покатилась. Так, ну что у нас? Вот такой вот у нас улов. Больше, чем крайний раз. Больше, чем вчера. Но меньше, чем первые разы.
нормальный, считаю, улов. Меньше чуть-чуть не хватило до пол-ведра. Есть яськи, есть хорюски, ерши есть. Отличный улов. И еще напоследок, сейчас на предпоследнем продольнике менял крючок. Один такой ржавенький, туповатенький крючок был. Короче, решил его поменять. И поменял. И когда менял, воспользовался одним узлом, который буквально на этой неделе посмотрел. Также у моего друга на канале. И вспомнил, что я совсем забыл передать ему привет. Сергей Башко, огромный тебе привет. Привет Донецку, Донецкой области от Республики Коми. У Сергея тоже есть свой канал, где он показывает не только узлы, а очень много интересного и полезного. Так что заходим и на канал Сергея. Также у Сереги есть сын Михаил. Привет, Мишаня, у которого тоже есть свой канал на ютубе. Ссылочку и канала Мишки отправляю также в описании. Очень много всяких у меня друзей. Всех даже не перечислишь. Олег с Архангельской области ходит. Избушка у него на берегу озера. Тебе тоже привет. Ой. Алексей. Новый канал. Рыбалка и охота. В общем, все каналы друзей сегодня будут у меня в описании канала. Не поленюсь, перечислю, постараюсь перечислить всех. Многих, конечно, еще. Сейчас не могу вспомнить, но постараюсь. И еще Серега мне пишет постоянно комментарии. Позитивные, творческие комментарии в стихах. Так что очень интересно читать Серегины комментарии. Еще одному творческому человеку привет. Это канал Свет в ночи. Это действительно лучик света в темном царстве. Огромный тебе привет, Надежда. Твои комментарии читать просто. Я читаю твои комментарии на других каналах, на каналах у Кости. Еще там на каналах ты пишешь стихи. На моем тоже иногда. Огромное тебе за это спасибо. Ну, если уж вспомнили Костяна, так и Костян, и тебе привет. Если бы не ты, я не знал бы даже, что такое YouTube, что такое YouTube каналы. Впервые про канал я узнал в командировке в 2016 году, благодаря Костяну. Переписали с ним лички, тудым-сюдым, как открывать, что открывать. Так что первые советы, полезные советы именно дал мне Костя. И пусть сейчас многие его хают туда-сюда. Костя нормальный мужик, мой друг. У него уже огромное количество подписчиков, и он, наверное, знает его уже весь мир. Так что, как он мне сказал, когда я говорю, что может мне тоже, говорю, купить камеру, и говорю, вроде есть что снимать. И он ничего сказал, дерзай, и все получится. Ну вот, я и пытаюсь что-то дерзать, не знаю, как это получается, но факт остается фактом. Толкнул меня на создание канала именно Костя Водоевич. Канал это не диалоги о рыбалке. Всем известный канал, конечно, уже. Многое, конечно, ему научился. Даже пытался ставить переметы, но все-таки остановился на палках. Что-то налимы у нас немножко не те, как на Енисея. Но все-таки есть. И вы сами это недавно увидели. Все, заболтался сегодня. Улов у нас сегодня есть. Дождичек капает. Мое родное село. Село Покши. Все. Завершаем рыбалку, едем домой. И до встречи на вечерней проверке. Сегодня никуда не едем, так что вечерняя проверка будет при любой погоде. Всем пока. Ну, что с тобой, вихрюшка? Хрюшка, вихрюшка.
Бензин не поступает, может быть. Ладно, пока не будем ничего качать, попробуем еще дернуть. Еще дождь пошел. Ну как-то вот так.